Книги без литр на коммуникат.орг. Председатель жюри торжественно. Уважаемый товарищ, то есть господа, в этом году решением жюри Нобелевская премия по литературе присуждается известному автору и исполнителю собственных песен на английском языку под гитару Роберту Алану Циммерману, известному в широких кругах как Боб Дилан, за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции. Ура, товарищи! Боб Дилан. Что? Да пошли вы! Да видел я вас всех в одном месте. Ой-ой-ой, гляньте, вы наконец-то заметили. Снизошли, оценили. Это ж надо. Вот спасибо, вот уважили, можно сказать. Ай, молодцы. А чего же в прошлом году не дали? Или в позапрошлом? Председатель жюри крыху засоромленный. Ну, видите ли, товарищ Циммерман, у нас на каждый год свои идейные политические установки. Поэтому позапрошлом году премию получил представитель франкоязычной литературы, а в прошлом году женщина. Боб Дилан. О, даете, так предупредили бы, то я по-французски писать бы начал, или операцию по перемене пола бы сделал. Не, ну мне просто стыдно эту Нобелеву в руки брать. Я уже 60 лет как рыбка в лед бьюсь во славу родной американской литературы и поэзии. Я весь мир обскакал ее, пропагандируя, собирая миллионы людей на концертных площадках. И только сейчас вы до меня снизошли. Спасибо, что в гроб эту вашу премию не положили, у остывшие мои холодеющие руки. Женщина. А что это за женщина? Председатель жюри. Да там есть такая одна неплохая. Боб Дилан. Замужем? Председатель жюри. Не осведомлен, но могу поинтересоваться. И писатель, и журналист. Из Беларуси, в общем. Боб Дилан. Что? Откуда? Председатель жюри. Ну, страна такая есть, помеж Польши и России. Боб Дилан. Где? Председатель жюри. Между Литвой и Украина, и Полька, белорусская. Я вот что-то не то говорю. Тьфу, соль мне в вожжи деркать, что зубы помело в сараку. Сгинь, пропади, нечистая сила. Боб Дилан. Вы тут не плевайтесь. У меня полы натертые со вчерашнего дня, и ковры персидские положены по 30 штук каждый. Давайте все, что знаете, по конкретике. Председатель жюри. Женщина, она бедная была, пробивалась литературным трудом. А что там с него в ихнем пост-СССР получишь? Как с козла молока. Мы ее никогда не заметили, но нам то ли Тарантино подсказал, то ли Ридли Скотт хотел по ней фильм снять. В общем, мы почитали, нам понравилось, и мы решили, хай себе имеет Нобеля, ей же приятно будет. Но она женщина порядочная оказалась. Как деньги получила, так налог сразу заплатила. Но по барам и казинам не пошла. Купила себе очень скромную квартирку. То ли скворечник это у них называется, то ли у человека с какой-то странной аэродинамической фамилией. Чиж, воробей, где-то так. Потом еще деревянный сарайчик возле какого-то Логойска, чтобы было где грабли с вилами пратать. А на остальные деньги, сказала, буду собирать и подкармливать творческую интеллигенцию, чтоб совсем с голоду не померла. Благородная женщина. Мы радуемся, что выбор пал на нее. А то иншие писатели вообще премию такую просирают, извините за сутки, а потом приходят и клянчат гроши на похмелку. Боб Дилан задуменно. Что вы говорите? Да, я смотрю, она не какая-то там вертихвостка типа Джулии Робертс, а женщина с мозгами. А может, знаете, в этом ихнем скворечнике квартирка какая свободная для продажи имеется? Председатель жюри. Да там весь дом над речкой пустой стоит. Кому он по таким ценам нужен? Боб Дилан. А сколько? Председатель жюри. Да 100 000 000, не больше. Боб Дилан. За квартиру? Председатель. За весь дом. Боб Дилан. Позвоните этому с аэродинамической фамилией, скажите, некий Боб Дилан покупает у него дом над речкой. Вещь. Я думаю, что ни в одной стране не было, чтобы в одном доме жили 2 лауреата Нобелевской премии по литературе. Я пока не вдовец, но все может случиться. А потом, почему бы мне не подвалить вечером к соседке с букетом цветов и пол-литрой и поздравить с заслуженной наградой? Вот тебе и повод для знакомства, вдохновения и написания нового альбома. Заслона конец.